Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий. В студии Юрий Осипов. Якутская транспортная прокуратура установила причину авиационного происшествия в аэропорту Нерингри. Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Якутия» 11 декабря 2018 года при взлете коснулся взлетно-посадочной полосы хвостовой частью фюзеляжа. На борту находились 103 пассажира. После инцидента взлет был прекращен. Пассажиры рейса вылетели в Красноярск на другом самолете. Инцидент произошел из-за неправильной рассадки пассажиров. По сообщению Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, причиной авиационного инцидента явилась попытка взлета самолета с центровкой, превышающей предельное значение, из-за рассадки пассажиров по салону не в соответствии с центровочным графиком, рассчитанным экипажем, а также ненадлежащее выполнение летным экипажем своих обязанностей. К дисциплинарной ответственности привлечены 6 должностных лиц авиакомпании, в том числе руководящий состав. В отношении командира воздушного судна возбуждены административные дела за повреждение воздушного судна и нарушение центровки воздушного судна. Командира оштрафовали на 12,5 тысяч рублей. В городе Ленск жертвой мобильных мошенников стал 72-летний пенсионер. Об этом сообщает МВД Якутии. В послеобеденное время на мобильный номер пенсионера позвонил мужчина, который представился следователем и сообщил, что его сын попал в ДТП и сбил женщину. В результате у нее сломана нога. Чтобы он смог избежать уголовной ответственности, необходимо заплатить 10 тысяч рублей. Пожилой мужчина попросил позвать сына к телефону. Лжеследователь передал трубку, и потерпевшему показалось, что на том конце провода был действительно его сын. Возможно, тогда на пожилого человека оказал влияние тот факт, что 3 дня назад он похоронил другого сына, который умер от сердечного приступа, находясь за рулем. У потерпевшего не было денег, поэтому он пошел к другу, чтобы взять в долг, но у того была только половина суммы – 5000 рублей. Лжеследователь, который постоянно созванивался с пенсионером, согласился на эту сумму. Пожилой мужчина попросил у друга подвезти его до банкомата. Во время пути друг потерпевшего стал подозревать, что, возможно, его пытаются ввести в заблуждение. Но потерпевший был уверен, что разговаривал со своим сыном. При этом у него не получилось самостоятельно с ним связаться. Перечислив на продиктованный аферистом номер телефона 5000 рублей, мужчины по указанию лжеследователя поехали в отдел полиции, чтобы передать ему чек о проведенной оплате и забрать сына. Но в тот момент пенсионеру позвонил сын, и выяснилось, что он был занят распиловкой дров во дворе и ни в какое ДТП не попадал. Тогда потерпевший понял, что стал очередной жертвой мошенников. Жительницы города Нерингри заменили отсрочку на реальное лишение свободы. Прокуратура республики сообщает, что осужденная Нерингринским городским судом в 2017 году за совершение кражи с проникновением в жилище к 5 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее дочерью 14-летнего возраста за период отсрочки систематически злоупотребляла алкогольными напитками в присутствии своих детей. При этом не обеспечивала детей продуктами питания. Они жили в антисанитарных условиях. При этом комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Нерингринского района женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности. Суд отменил отсрочку и приговорил осужденную на 5 лет в колонии общего режима. Полицейские в Вилюйском районе раскрыли кражу норковой шубы. В дежурную часть обратилась 37-летняя местная жительница. Установлено, что в одном из дискобаров Вилюйска потерпевшая познакомилась с другой посетительницей. В какой-то момент заявительница решила потанцевать и попросила новую знакомую присмотреть за ее вещами. Однако та решила покинуть бар и вместе со своими вещами прихватила и норковую шубу потерпевшей. Полицейские задержали ранее судимую за вымогательство 28-летнюю уроженку Верхневилюйского района. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Похищенное изъято и возвращено владелице. В Нижегородской области осудили преступную группу, которая под видом реабилитационного центра похищала людей. Следователи установили, что в апреле 2015 года 35-летний житель Нижегородской области, проходивший курсы реабилитации от наркозависимости, создал преступную структуру. В нее вошли 5 человек, как завершившие аналогичные курсы, так и находящиеся в процессе реабилитации. Они похищали людей, находящихся в алкогольной, наркотической, игровой и иных зависимостях, которых затем удерживали в арендованном частном доме. Обманывая родственников своих пациентов, они ежемесячно получали у них деньги под предлогом обеспечения их излечения. Они даже создали общество с ограниченной ответственностью. Всего с декабря 2016 по июль 2017 года подсудимые похитили 8 граждан в возрасте от 23 до 46 лет. Их жертвами становились как мужчины, так и женщины.
С родственников потерпевших обвиняемые получили денежные средства свыше 300 тысяч рублей. Организатор организованной группы скрылся, в связи с чем объявлен в розыск. Остальных участников приговорили к тюремному заключению от 4 до 9 лет. Французские власти обнаружили потенциально вредные вещества в детских памперсах. Подробности в репортаже наших коллег, рассказывает Татьяна Гамозова. Целый набор токсичных веществ, включая гербицид глифосат, обнаружили французские власти в детских подгузниках. Агентство санитарной безопасности питания, окружающей среды и труда АНСЭС обнародовало в среду результаты экспертизы. В числе прочего в документе упоминаются бутилфенилметилпропионал, его используют в косметике, а также некоторые ароматические углеводороды. Все они потенциально вредны, заявила министр здравоохранения Аньес Бюзен. По данным агентства, непосредственно в данный момент здоровью детей ничто не угрожает. Но АНСЭС сообщила также, и мы не можем это игнорировать, что при наличии токсичных веществ нельзя исключать риск в долгосрочной перспективе. Конкретные бренды АНСЭС не называет, но правительство уже потребовало, чтобы производители в ближайшие 15 дней решили проблему. Некоторые обнаруженные нами вещества, вероятно, попали в подгузники во время отбеливания. В этом процессе используется соединение хлора. Мы говорим производителям, что необходимо срочно исключить или максимально сократить их использование при изготовлении памперсов. Семейные парижане обеспокоены, но не удивлены. Чтобы памперсы так хорошо впитывали влагу, приходится использовать химию. В противном случае нам пришлось бы постоянно менять пеленки, как раньше. Конечно, ничего в этом хорошего нет. Памперсы ведь для малышей. В любом случае, речь идет не только о подгузниках. В детских салфетках тоже полно химии. Не думаю, что это полезно. По официальным данным, каждый французский ребенок во младенчестве использует от 4 до 5 тысяч памперсов. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.